У Брэсце самы разгар працы студэнцкіх будатрадаў БРСМ. На сёння на розных пляцоўках горада працуе больш за 300 чалавек. У асноўным гэта студэнты будаўнічага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта. Зараз яны дапамагаюць Брэст-рэстаўрацыі ў стварэнні музея на Пятым форте. У нас работает строительный факультет, потому что ребята проходят практику по своей специальности. Они работают у нас со второго курса, когда они уже отучились первый курс, получили какую-то базу. Сейчас у нас трудоустроено 270 человек, из них 234 работают вот на данный момент. Среди них это 8 сервисных отрядов. В сервисных отрядах участвуют не только студенты строительного факультета, но и экономического, машиностроительного, и наши программисты. Все участвуют в сервисных отрядах и 9 строительных отрядов. Прадстаўнікі Брэст-рэстаўрацыі працы студэнтаў на Пятым форте задаволены, а студэнты задаволены магчымасцю атрымаць вопыт і зарабіць пэўную суму. Могу сказать, что ребята ответственно подходят, работу выполняют качественно. Жарко, что на месяц только. Взяли бы еще и на август. Ну, на следующий год тоже будем ждать. Для нас студенческий отряд – это незабываемые впечатления. Мы здесь получаем большой и жизненный ценный опыт для каждого из нас. Это большой шанс заработать денег и проявить себя. Для нас всех это честь для благоустройства самого Бреста. Ну, как бы это опыт, как-никак это работа. Можно сказать, даже по нашей специальности, как бы водоснабжение недалеко ушло от копки грунта, и поэтому я считаю, что это, в принципе, хороший опыт. Працаваць не толькі для сябе, але і для роднага горада прыемна. А для таго, каб студэнты атрымалі больш грошаў за сваю працу, для іх прадастаўлены некаторыя льготы ад дзяржавы. На государственном уровне студенческие отряды получили от государства законодательную поддержку. Участники студенческих отрядов освобождены от уплаты подоходного налога. Также они бесплатно проходят медицинскую комиссию. И вообще, конечно же, как показала практика, студенческие отряды не только решают материальные вопросы студотрядовцев, но также повышают их социальную активность и учат их работать в команде и приобрести новые навыки и умения. Трапіць у такі атрад можа кожны актыўны студэнт. Галоўнае толькі своечасова запісацца або звярнуцца ў дэканат свайго універсітэта. Кацярына Разанович, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».